Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Продолжается прием заявок на конкурс грантов главы республики на лучший молодежный проект социально-экономического развития городских и сельских поселений. Как можно принять участие в конкурсе, как подать заявку, ну и в целом о конкурсе расскажет гость в студии. Андрей Сосновский, заместитель министра по делам молодежи и соцкоммуникациям Республики Саха-Якутия. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. До какого числа можно подать заявку в этом году? Ну, гранты главы некоммерческим организациям у нас в этом году проходят по 18 апреля, 23 часа 30 минут портал будет принимать заявки. То есть в данном случае еще есть неделя, чтобы успеть подать заявки, в том числе, собственно, актуально на сайте, на портале гранты главы можно посмотреть все требования, информацию, которую, собственно, там есть. Угу. А вот как подать и куда подать заявку? Вот вы говорите, через сайт, да? Через, да, портал Грант Якутия Клик существует, уже третий год функционирует, на прием заявок в электронной форме. Там получается у нас все в электронной форме необходимо заполнить и приложить только устав, собственно, это единственный документ, который требуется, и заполнить полностью заявку. Все. Больше ничего не надо. А вот по каким направлениям можно подать заявку в этом году? В этом году у нас 16 направлений, некоторые были укрупнены. У нас получается 16 направлений, каждый из них имеет свой лимит по сумме. Всего мы разыгрываем более 117 миллионов на грант. И в зависимости от того, какого у вас направления, вы, собственно, выбираете. Есть направление, как вы уже говорили, и по молодежной политике, собственно, есть направление отдельно по добровольчеству, по патриотике. При этом есть, конечно, социально значимые направления, такие как проекты, связанные с поддержкой материнства, отцовства и детства, проекты, которые связаны с адаптивным спортом, проекты, которые связаны с экологией и окружающей средой. И, собственно, есть, конечно, такие проекты, как профилактика правонарушений, ресоциализация отдельных видов граждан и борьба с коррупцией. Такие проекты тоже можно подавать, там есть свои направления. Вот, я думаю, из 16 направлений каждый человек найдет то направление, под которое подойдет его идея. А вот каковы требования к участникам конкурса? На самом деле требований не так много. Как я уже говорил, прежде всего вы подаете от имени некоммерческой организации. То есть у нас участвуют только различные формы НКО. Если вы не имеете НКО, надо либо искать организацию партнера, либо постараться успеть ее создать, собственно. Вот, первый момент. Второй момент, естественно, ваш проект должен подходить под цели деятельности вашей организации. Это одна из самых популярных ошибок, когда вы подаете проект, у вас, например, в уставе прописано, что вы занимаетесь социальной поддержкой, например, а вы подаете по молодежной политике. То есть ваши уставные цели деятельности должны соответствовать вашему проекту. Вот. И вторая тоже наиболее частая ошибка, сразу скажу, что это налоговая задолженность, потому что мы по положению, по указу главы обязаны отклонять те организации, которые имеют налоговую задолженность. Поэтому мы всегда говорим, не поленитесь, сходите в налоговую, сделайте сверку, потому что даже личный кабинет налогоплательщика может иногда отображать информацию некорректно. Ну вот конкурс на гранты главы проводится не первый год. Да. Наверняка, как увеличивается сумма поддержки? Мы на самом деле, да, очень рады, что у нас каждый год растет сумма поддержки, растет сумма, собственно, которую представляет нам бюджет. Вот, это, естественно, важная поддержка от главы республики. Также мы каждый год, как министерство, участвуем в конкурсе на федеральном уровне, и там тоже мы берем софинансирование. Поэтому вот эти 117 миллионов – это та сумма, которая складывается из бюджета, из софинансирования с федерального центра, с фонда президентских грантов. Вот. И если в прошлом году у нас была более скромная сумма, в пределах 90 миллионов, то в этом году у нас более 117 миллионов. Так что мы надеемся, что с каждым годом эта сумма будет увеличиваться. А если говорить вот об участниках конкурса, какие направления наиболее востребованы, популярны? Может быть, вспомните какой-то интересный проект прошлого года? На самом деле, да, очень всегда популярное направление, которое связано с молодежной политикой. Естественно, очень всегда популярное направление, которое связано с добровольчеством, с волонтерством. Это тоже является актуальным направлением. Если говорить в прошлом году, кстати, были очень хорошие проекты, которые связаны с сохранением языков. Вот. Тоже, кстати, очень перспективное направление. Было много участников. Там, например, создавали приложения по изучению якутского языка. Также, например, были отдельно проекты, которые связаны непосредственно с охраной окружающей среды. То есть там были
проекты, которые связаны с очисткой, с какими-то пожароохранными даже действиями. Тоже были несколько проектов довольно интересных, там из Ханкавасского УУСа, с Амгинского УУСа. Вот. Поэтому на самом деле в прошлом году у нас было 89 победителей. Вот. Это довольно-таки большое количество грантополучателей. И все проекты так или иначе, конечно, имеют свой определенный круг и имеют свою социальную значимость. Потому что у нас эксперты оценивают всегда. Мы работаем над тем, чтобы каждый год у нас эксперты на высоком уровне это все оценивали. Вот. Мы их обучаем отдельно всегда, плюс за ними всегда закреплен федеральный куратор. И эксперты — это общественники, преподаватели, то есть это не, как говорится, сотрудники министерства, это абсолютно независимые люди, которые всегда объективно присваивают. Плюс каждый проект у нас оценивает 2 эксперта, и оценка вашего проекта — это средняя арифметическая от 2 экспертных оценок. Ну вот, на ваш взгляд, чтобы победить в конкурсе, может быть, да, какими качествами должен обладать сам проект, вот что стоит в него включить, может быть, какие-то нюансы раскроете? По моему опыту общения с некоммерческими организациями, просто с идейными людьми, я всегда говорю, пишите подробно, потому что люди, когда увлечены своей идеей, когда они погружены в мысли, они думают, что это как бы и так понятно, не буду расписывать, очень лаконично заполняют заявку, а экспертам, может быть, это непонятно. У нас, конечно, грантовый конкурс Республики Саха-Якутия, он местный, то есть эксперты у нас с Якутии. Они понимают наши определенные особенности, там, грубо говоря, почему там в мае нельзя поехать в командировку и не сделать проект в Заречный УВУС, если вы находитесь в Якутске, потому что не работает переправа, собственно. Вот такие вот моменты есть. Вот. А многие грантополучатели, на самом деле, у них очень слаженный всегда большой полет мысли, но при этом, когда надо его перенести на бумагу, систематизировать, вы же заполняете еще календарный план проекта, то есть поэтапно расписать конкретно, что вы хотите сделать, оттуда вырисовывается ваша смета, собственно, какие затраты у вас возникают и так далее. Возникают проблемы. Поэтому здесь мы, например, обновили портал «Грант Якутия Клик», там появился отдельный раздел «Помощь НКО», то есть там у нас дополнительно появляются определенные заметки, можно задать вопросы, например. И там также у нас есть контакты нашего министерства, контакты ресурсных центров, куда можно обратиться за помощью в таких ситуациях. Поэтому основные мои советы — это всегда пишите более подробно, не тяните до последнего времени, пожалуйста, потому что вот сколько я общаюсь с федеральными коллегами, сколько с другими участниками, 70% заявок подаются в последние 2 дня. Вот. Как я иногда говорю, сайты тоже люди, сайты могут ломаться. Поэтому, чтобы, лишний раз не нервничать, лучше у нас заполнить до 18 числа, не тянуть до последнего времени. Вот. И, кстати, это хорошая такая возможность на свежую голову потом посмотреть проект, собраться с мыслями и точно нажать кнопку «Подать заявку», как говорится. Вот. Поэтому, и самое главное — это пишите подробно и не стесняйтесь, как говорится, максимально полно осветить свою идею. Потому что чем полнее вы ее оцените, тем лучше эксперт поймет вашу точку зрения. Очень много наверняка зависит как раз-таки от заполнения заявки. Проводите ли какие-то мероприятия, семинары, может быть, для тех, кто хочет участвовать в конкурсе? Мы на самом деле регулярно проводим, мы вообще стараемся быть открытыми к диалогу. У нас был Горжанский форум в марте месяце. На прошлой неделе у нас был съезд территориальных общественных самоуправлений республики. Мы там всегда делаем и индивидуальные консультации экспертов, ресурсных центров, сотрудников министерства, и делаем такие небольшие мастер-классы в формате лекций, коротко, там на 10-20 минут. Также у нас сегодня уже прилетает важный очень для нас федеральный эксперт Марина Евгеньевна Михайлова, которая, собственно, занимается НКО еще с 90-х годов. Она работает в Архангельске. Мы очень рады, что она к нам приезжает. И завтра на базе музея «Россия. Моя история» с 10 часов она начнет вести. Она ведет в целом 2-дневные свои лекции в целом о социальном проектировании, но также там будут отдельные, конечно, освещены вопросы, которые касаются и деятельности некоммерческих организаций, и деятельности ресурсных центров. И, конечно, мы там и проговорим и про гранты главы тоже. Поэтому мы всех приглашаем к участию. Приходите, послушайте, будет интересно. То есть лекция бесплатная, можно посетить? Лекция абсолютно бесплатна, может быть
посетить, и мы также будем организовывать онлайн-подключение. Но, опять же, повторюсь, лучше, конечно, лично. Но надо будет предварительно записаться через моих коллег. У нас есть рабочий номер 507-123. Мгм. Ну вот о семинаре для специалистов органов самоуправления, вот о нем идет речь, да, вот какова программа? 2 дня будут идти лекции? Да, 2 дня будут идти лекции. Естественно, первый акцент будет это о том, как работать с некоммерческим сектором, как его, собственно, побудить, инициировать, чтобы он был максимально, скажем так, направлен на то, чтобы реализовывать свои идеи. Потому что вот мы ездим по многим районам, и идей-то много. Вопрос-то, как дойти до реализации. И на самом деле грант это является одним из инструментов. Он популярный инструмент, но есть и другие инструменты, такие как, например, привлечение организаций партнеров, различные сборы средств на различных платформах. На самом деле их множество. Это тоже такой нюанс, то есть, который направлен на то, про то, как активизировать свой некоммерческий сектор. Вот. Естественно, будет отдельный разговор про то, как работать, например, ресурсным центром, то есть как наставлять некоммерческие организации, как помогать в упаковке их идей, проектированию социальному. Вот. И, естественно, будут отдельные вопросы, которые касаются, в принципе, НКО, потому что есть, конечно, такая проблема, что многие НКО делаются не то что под грант заточены, но они не понимают, как продолжить свою идею, когда грантовое финансирование уже закончится. То есть надо тоже думать о будущем, понимать, что если ты веришь в свою идею, думаешь, что это социально важный проект, надо понимать, а что будет дальше. Это уже больше про стратегию деятельности. И это тоже будет освещено вот в ходе 2-дневных семинаров. То есть очень большой и широкий, можно Да, сказать, спектр мы вопросов. постарались все уместить, как говорится. И на самом деле есть еще некоторые запросы, которые мы тоже хотим осветить, но, возможно, это будет больше в рабочей такой обстановке, неформальной. Есть проблемы, конечно, по текучке в команде проекта, то есть как собрать, как удержать команду проекта. И отдельно, конечно, важный вопрос – это про освещение своей деятельности. То есть сейчас определенные встают проблемы, которые связаны непосредственно с тем, что как мне осветить свой проект, чтобы привлечь не только благополучателей, то есть участников к нему, но и, в принципе, новых людей в команду. То есть надо делать определенные анонсы, определенный контент, скажем так. И с этим тоже проблема, потому что не хватает компетенций. Вот, эти моменты мы тоже хотим осветить. В принципе, на самом деле, это такой важный инструмент по тому, как функционирует, в принципе, НКО и как она, опять же, будет жить дальше после того, как грант закончится. Ну и в завершении нашей беседы давайте вкратце напомним, как попасть на семинар, как на него записаться, ну и как подать заявки для участия в гранте главы республики. Семинар у нас стартует завтра с 10 часов на базе «Россия. Моя история». Это исторический парк на 2-м этаже. Записаться по рабочему номеру можно отдела по работе с некоммерческими организациями 507-123. Гранты главы у нас идут по 18 апреля 23 часа 30 минут. Опять же, активно участвуйте, смотрите, выбирайте направление, но не тяните до последнего времени, старайтесь подавать заявку как можно раньше. Ну что ж, Андрей Александрович, желаю вам в этом году побольше достойных грантополучателей, чтобы было побольше хороших идей, но мы будем следить за их реализацией. Спасибо, надеемся. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.